Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Сборная Франции по футболу разгромила команду Исландии со счетом 4-0 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. В составе действующих чемпионов мира голы забили Самуэль Умтити, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе и Антуан Гризман. Сборная Франции набрала 6 очков в двух встречах. Свой следующий отборочный матч французы проведут 8 июня против сборной Турции. А вот результаты других встреч игрового дня отборочного турнира. Албания на выезде выиграла у Андорры со счетом 3-0. Турция дома разгромила Молдавию 4-0. Португалия и Сербия победителя не выявили 1-1. Черногория крупно уступила Англии 1-5. Украина на выезде одолела Люксембург 1-2. И Косово дома сыграла в ничью с Болгарией 1-1. Исполком Международного олимпийского комитета на своем очередном заседании рассмотрит вопрос сохранения бокса в программе игр 2020 года в Токио. Встреча начнется сегодня в Лозанне. Напомню, МОК 30 ноября 2018 года заморозил планы по проведению боксерского турнира на предстоящей Олимпиаде. Чтобы избежать санкций, Международная ассоциация бокса должна была продемонстрировать, что устранила проблемы в вопросах финансирования, управления, этики и судейства. Вопрос статуса боксерской организации обсудят в заключительный день заседания, когда специальная комиссия представит свой отчет о проводимых в организации реформах. Российский боец смешанного стиля Иван Штырков заменит Абдулкерима Эдилова и дебютирует в турнире абсолютного бойцовского чемпионата в Санкт-Петербурге. Эдилов пропустит турнир из-за травмы ноги. Напомню, Штырков в марте 2019 года подписал контракт с UFC на 4 боя. На его счету 15 побед, 1 ничья и ни одного поражения. Турнир UFC в Санкт-Петербурге станет вторым в истории организации, который будет проведен на территории России. В главном поединке турнира сойдутся россиянин Александр Волков и голландец Алистер Ауверим. «Самбо в школу» по инициативе Владимира Путина спортивно-патриотический проект с таким названием сейчас активно внедряется по всей стране. На данный момент в нем участвуют более 600 школ из разных регионов России, в том числе и 11 учебных заведений из Карачаева-Черкесии. Подробнее в материале Эрнеста Чукова. Следующее упражнение. Мельницу. Теперь обычный урок физкультуры в Псыжской гимназии номер 1 проходит именно так. Дети изучают захваты, базовые приемы борцовской техники, учатся группироваться при падении. С сентября эта гимназия вошла в число 11 пилотных школ Карачаева-Черкесии, где для детишек из 1 и 5 классов ввели новый предмет «самбо». 8-летний Адам Шафтиков от нового урока в восторге, а потому в тренировки вкладывает всю свою мальчишескую страсть. Мне нравится самбо тем, что можно брать за ноги и это бросать. Самбо помогает быть мужчиной. Предполагается, что преподавать новый предмет будут обычные учителя физкультуры. Для этого каждый из них прошел спецкурс, организованный Республиканским институтом повышения квалификации работников образования. Мы в 2018 году обучили 170 учителей пилотных школ, вот этих 11 школ. Это учителя 1-11 классов, учителя физической культуры, которые реализовать будут эту программу. Учителя, слушатели наших курсов получают большой материал в виде видеолекций, видеороликов, как проводить занятия, ну и так далее. То есть работа большая делается. Но одной теории, конечно, мало, а потому каждый преподаватель прошел еще и практический курс самбо. Проводил его, между прочим, главный тренер республиканской сборной, мастер спорта международного класса Пилял Байчоров. Мы совместно разминку проводили, и приемы отрабатывали, показывали о правилах рассказывали. В общем, к концу тренировок они уходили довольные. Тренер с удовольствием отмечает, как меняются дети в ходе занятий, становятся дисциплинированнее, развивают силу воли, учатся терпеть нагрузки. Одним словом, пилотный проект признан удачным, и с будущего сентября самбо начнут преподавать во всех школах Карачаева-Черкесии. Пока только у 1 и 5 классов, и только 10 часов в году. Но к 2024 году все школы республики должны будут преподавать эту дисциплину уже во всех классах. Эрнест Чуков, Роман Баюра, Мурат Койчев, Архыз, 24. Россиянин Данил Медведев встретится со швейцарцем Роджером Федерером в 4-м круге турнира серии «Мастерс» в Майами. В рамках 3-го раунда Медведев обыграл американца Рейли Апелку. Встреча завершилась со счетом 7-6, 6-7, 7-6 в пользу 23-летнего россиянина. Матч против Федерера станет для Медведева 3-м в карьере. Ранее российский спортсмен дважды уступил 37-летнему швейцарцу. Медведев занимает 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Федерер располагается на 5-й строчке. Встреча между теннисистами состоится сегодня.
Это были новости спорта. Всего доброго.